Всем моим подписчикам и зрителям привет, а кому-то салам. Меня зовут Артем, и вы находитесь на моем канале о путешествиях и не только. На моем канале я буду рассказывать и показывать вам не только о том, как можно самостоятельно, интересно, а самое главное, недорого поехать и полететь, но также буду знакомить вас с жизнью других людей, с их традициями, культурой, бытом, устоями, проблемами и, конечно же, историей тех мест, которые я посетил. И прежде чем начнется этот блог, я бы хотел напомнить о Конституции Российской Федерации, а именно о статье 29, которая позволяет абсолютно законно делать видео на моем канале. Ну а если вы по каким-то причинам до сих пор не подписались на мой канал, то сделайте это прямо сейчас. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие блоги, влоги и прямые эфиры. Ставьте лайк, пишите ваш комментарий. Если хотите поддержать мой канал, то вся информация под этим видео. Делайте репосты, рекомендуйте друзьям. Любой вашей поддержке я очень благодарен и каждому спасибо. Не мотайте это видео для того, чтобы все понять и не задавать мне лишних вопросов. Поехали! Друзья, отнеситесь к этому видео с полным пониманием и уважением. И не оскорбляйте друг друга в комментариях. И я не хочу никого упрекать, обвинять и тем более быть на чьей-то стороне. Просто это история, которую вы не найдете в учебниках как раз таки истории, там нет этой информации. И плюс это преступление, которому нет срока давности и тем более оправдания. Это происходило 76 лет назад, когда депортировали вайнахов, чеченцев и ингушей. И эту информацию я узнал из своего путешествия по Северному Кавказу, когда посетил Чечню и Ингушетию, от людей, от вайнахов. И вот я отправился во Владикавказ и по дороге заглянул в несколько сел пригородного района Республики Северной Осетии, где за чашкой чая узнал, что недалеко находится мост. Небольшой мост через речку Камбелеевку. И вы знаете, этот мост, конечно, частично был построен из надгробных камней ингушей. И вы знаете, чтобы надгробные камни выступали строительным материалом, но это уже перебор. Это полное богохульство, и я не знаю, как вообще у человека возникла такая идея. Я об этом слышал, и в целом, как говорится, доверяй, но проверяй, я по этому принципу живу. И я решил это проверить, правда все-таки это или нет. А то одни говорят, что это правда, другие говорят, что это вымысел и фантастика ингушей. И поэтому прежде я отправился на родовое кладбище ингушей Чермен, чтобы понять, как выглядит надгробный камень, что там на нем должно быть, и ни в коем случае никого не дезинформировать. Я отправился в Чермен, это в прошлом Базоркино. Почему я называю еще Базоркино? И меня за это очень часто хейтят, угрожают и так далее. Все дело в том, что до 1944 года, пока не депортировали вайнахов, чеченцев и ингушей, эти земли принадлежали ингушам. И называлось это село не Чермен, а Базоркино. Понимаете? И много сел просто после депортации переименовали. Либо на русский язык, как дачное, да, село, либо как Дангарон на осетинский язык. Это на самом деле грязная политика, и до сих пор вопрос пригородного района Северной Осетии не решен. Потому что у нас еще есть закон в стране о реабилитации репрессированных народов, который до сих пор не исполнен. И именно поэтому там очень часто возникают конфликты и недопонимания. И чтобы это прекратилось, власти уже должны прийти к общему знаменателю и решить этот вопрос. Так вот, я приехал на кладбище в Чермен. Приехал в Чермен на родовое кладбище, которое содержит меценат Михаил Гуцериев. Я о нем вам рассказывал. Но приехал я сюда не для того, чтобы вам рассказать о том, кто здесь похоронен. Хотя об этом чуть, наверное, попозже вкратце расскажу. Я просто хочу показать вам надгробные плиты, которые пострадали от вандализма, когда была война здесь, и которые нашли остатки. И чтобы вы потом сравнили с теми плитами, которые я снял под мостом. Но об этом будет чуть попозже. Самое интересное, как говорится, поэтому не мотайте это видео. Сейчас я вам покажу, как выглядит вязь, чтобы вы понимали, что я не обманываю, и все как есть. Под мостом вот здесь вот точно такая же, вот похожая, очень сильно. Вот этот вот камень и вот этот. Сейчас тоже. Вот. Это называется арабская вязь.
Надел сапоги не просто так, потому что я приехал в пригородный район Северной Осетии. Кстати, вот смотрите, настоящий орел сидит прямо вот на этом деревце небольшом. И прямо у этого деревца находится мост, где мы сейчас будем развеивать вместе мифы. Вы будете наблюдать, а я буду развеивать. И здесь протекает небольшая речушка. Правда, ее почему-то загадили, там почти канализация. И я вот хочу под этот мост, небольшой мостик, сейчас спуститься для того, чтобы зафиксировать то, о чем говорили мне хейтеры и жители Северной Осетии. Они мне сказали, что это неправда, что из камней не делали этот мост. Вот сейчас мы посмотрим. Нахожусь под мостом здесь не случайно. Я сюда приехал для того, чтобы снова показать вам и рассказать, потому что некоторые хейтеры говорили мне, что ингуши всегда сочиняют, рассказывают сказки, мифы и так далее. Про то, что не делали из надгробных камней ингушей никакие постройки, никакие дороги. Вот я сейчас нахожусь под мостом здесь. Вот. И я нашел под этим мостом материал, камни, из которых был сделан этот мост. Вот. Сейчас покажу. Вот она, эта вязь, видите? Вот она пошла надпись. Это все не просто так. Получается, делали действительно из этих камней надгробных. Вот все четко видно, все просматривается. Где-то ты еще, да, нашел? Покажи, пожалуйста. Так, сейчас. Вот еще один. Вот это четко вообще видно все. Видите? Я просто был на кладбище в Чермене, в Ингушетии. Вот, ну, в Чермен я все ее Ингушетия называю. Незаконно переданные земли, короче, в состав Северной Осетии. И там вот я видел такие плиты. Это старые тоже. До ссылки сангельцы? Давно ему сотни лет. Прикинь? Ну да. Камень такой мы нашли здесь. Ну вот, вы теперь убедились, что если я что-то делаю для своего влога, или когда создаю прямые эфиры, я не беру информацию с потолка или с неба и так далее. Я всегда приеду, посмотрю. Я считаю, что историки, именно историки должны разобраться в этой истории, потому что я считаю это надругательством. Нельзя надгробные плиты, из надгробных плит делать, извините, конечно, мосты и так далее. Это ведь чья-то память. Вы знаете, мне непонятно, почему до сих пор не возбудили уголовное дело по этому вопросу, потому что это статья 244 Уголовного кодекса Российской Федерации о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. В ней, в этой статье говорится, что надругательство над телами умерших, либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемонии в связи с погребением умерших или их поминовением. Почему никакие меры не предпринимает Миннац Республики Северной Осетии? Почему правоохранительные органы никак не раскроют это преступление? Для меня это непонятно. И я, когда возвращался обратно, я, конечно, был в диком и в большом шоке, что это не выдумка, это не фантастика, это реалии. Получается, действительно, когда депортировали большую часть чеченцев и ингушей, пытались стереть в те сталинские времена и репрессии всю историю войнахов, чеченцев и ингушей. Сжигали их книги, историю, пытались уничтожить родовые башни, плюс переименовывали названия сел, аулов, давали русские и осетинские названия, да? Дербанили их земли. Все это правда и никакой это не вымысел. И я теперь понимаю, почему там до сих пор происходят недопонимания и вот эти отголоски этой истории, они сейчас проявляются.
Но я надеюсь, что справедливость рано или поздно восторжествует. Есть? Оказывается, не только я такой умный. Видите, обувь валяется. Кто-то тоже попытался туда пробраться. Надеюсь, с этим человеком ничего не произошло. Я это делаю в мирных целях, друзья мои. Вот. Я это не делаю каких-то плохих или хочу рассорить народы. Наоборот, я хочу добиться мира, понимания и чтобы не говорили, что я лжец. По моему мнению, местная власть должна проявить инициативу и изъять все надгробные камни, где они есть, и предать их той земле, где они находились. А именно, вернуть их на кладбище родовой ингушей в Чермени, в прошлом Базоркино. Знаете, зачем это нужно сделать? Потому что как только мы начнем забывать прошлое и перестанем уважать это прошлое, оно обязательно придет к нам в будущем и напомнит о себе. Я понимаю, что в этом плане понять и простить многим будет сложно. Но попытаться все-таки сделать шаг на примирение можно. Но вы, если вам был этот ролик чем-то полезен и информативен, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. И не забывайте, не ищите 1000 причин не путешествовать, ищите миллион причин, чтобы поехать и полететь. Я об этом узнал из своих путешествий. До встречи.